Добрый вечер! Мы продолжаем серию встреч с интересными людьми, экспертами из разных областей в прямом эфире национального телеканала «Осетия». И сегодня гость нашей студии – заслуженный архитектор Крыма, в прошлом председатель осетинской диаспоры, там же в Крыму, Валерий Николаевич Савлаев. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Я, конечно, не перечислила и половины ваших профессиональных регалий. В принципе, начать я даже бы хотела больше не с профессионального, потому что интересно, у вас такой путь. Вся жизнь ваша прошла, можно сказать, на двух территориях, что называется, на два дома. Это Крым и Северная Осетия. И поэтому я бы хотела спросить, что для вас эти два дома, чем они похожи, чем они отличаются, что в них есть для вас родное и там, и здесь? По жизни получилось так, на самом деле, что два дома. Но что объединяет нас? То, что и эти два региона, это то, что это земля наших предков. И там, и здесь жили наши предки Аланы. Вот. Это Крым, это многонациональная, как и Осетия, республика. Крым – это очень прекрасный регион, доброжелательные люди, как и здесь. Вот. И это, наверное, самое главное, то, что нас объединяет, нашу вот Осетию. И поэтому для меня очень ценно, дорого для меня и как Осетия, так и Крым. Вот. Получилось по жизни так, что я большую часть жизни живу там в Крыму. Да. И, знаете, огромная ответственность, когда ты живешь в другом регионе, в другом месте, и ты представляешь свой народ, это огромная ответственность. И надо быть достойным этой нашей земли, наших предков. Это вот принимаю всегда вот в своей жизни вот такой... Несу это. Да, несу. Поскольку вы человек, который вот только-только оттуда приехали, и у многих возникает вопрос, как сказывается ли какая-то внешняя обстановка и события, которые сегодня происходят в мире, на повседневной жизни крымчан? Что вы можете об этом сказать? Ну, прежде всего, я хочу поздравить всех жителей нашей республики с наступающим праздником, День Победы. Но события, пожелать мира. Сегодня это настолько актуально. Мы понимаем все то, что происходит сегодня в Украине. Вот. Это, конечно, очень печальное событие в нашей жизни, нашей не только страны. Но все мы знаем, сегодня благодарны России в том, что мы вошли в состав Российской Федерации. И то, что вот происходит, мы проявляем свое единство, вместе, как и все россияне, вот, вместе со всем народом. Вот. Поэтому тут, что я могу сказать, то как вопрос вы задаете. Но повседневная жизнь, она... Повседневная жизнь, она такая, как она была. Своим чередом? Да, такая же повседневная. Конечно, и чувствуется напряжение. Ну, напряжение. Да. Конечно, чувствуется напряжение о том, что то, что происходит. Да. Мы следим то, что информация, которая здесь происходит. Мы с большим вниманием следим за выборами из Южной Осетии. И несмотря на то, что где бы мы ни жили, да, мы все время вот душой здесь. Вот, и мы, как бы, нам не безразлично, что происходит в нашей республике. И искренне желаем, чтобы все было, процветание было, чтобы мир был на земле, чтобы мы все радовались сейчас всем друг друга. Вот если вернуться к теме осетин в Крыму, вы как раз сказали сейчас об этом тоже, что все следят, и никому не безразлично, и много лет вы возглавляли, как я уже сказала, диаспору и в Ялте, и в целом по Республики Крым. Расскажите, как живет сегодня осетинское землячество, какие традиции там сложились, как поддерживаются связи и общение. Наверняка вы в курсе, потому что являетесь таким ярким представителем осетин. Да, спасибо большое. Ну, связи. Прежде всего, я как бы немножко в историю хожу. Наверное, ни одна республика не имеет таких тесных связей, как, наверное, Осетия и Крым. Ну, если не скромно сказать, что я инициировал, значит, подписание соглашения между нашими регионами. 4 города побратимы. Это Ялта, Владикавказ, Беслан, Гурзуф, Ардонский муниципальный округ, с Ялтинским муниципальным округом,
А совсем недавно Алушта побраталась, да, с Алагиром. Это дает определенные возможности для того, чтобы ближе знать друг друга. Как бы. Помимо этого, наверное, более 20 подписано соглашений сотрудничества между школами, между университетами, между библиотеками, между театрами. И это говорит о том желании, о том, что мы вместе, понимаете, мне хочется, чтобы люди знали больше об Осетии. И я уверяю вас, то, что когда они приезжают сюда, в Осетию, вот недавно был, то они влюбляются в Осетию. Многие же не знают, что такое Осетия. Да, и поэтому хочется, чтобы вот был диалог. В прошлом году приезжали сюда художники из Крыма, да, и знаете, что их поразило? Помимо гостеприимства, помимо того, что красот наших вообще, да, нашего края, знаете, они, женщины, говорят, какие у вас красивые женщины. Я говорю, мы знаем это. Я говорю, когда приезжаю, я сам просто сижу где-нибудь и любуюсь нашими девушками. Это на самом деле это наше достояние. Вот. И вот много делается. Вот сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с Севастопольским театром, русским театром, и встречался с Владимиром Ивановичем Уваровым, да, и нашим русским театром. До этого подписали соглашение с Симферопольским русским театром. Вот я приехал... Соглашение, я вас немножко перебью, чтобы подробнее просто зрителям рассказать. Соглашения предусматривают какой-то обмен, да, выступления на площадках друг друга, взаимные гастроли. Конечно, конечно. Это о сотрудничестве, да, это, конечно, это предусматривает. И не только между театрами, но и другие. Это уже от нас зависит, понимаете. Вот потом есть основное соглашение. И хотелось бы, чтобы наша сторона, да, ну, у меня и там наша, и здесь наша, но да, осетинская сторона проявляла больше как-то активности, инициатив, да, активности для того, чтобы как-то сотрудничать. Потому что та сторона, крымская, крымчане готовы всегда. Они знают, кто такие осетины. Они с уважительно относятся к осетинам. И я повторяю, что очень непросто, да, представлять свой народ, потому что я считаю, что каждый осетин, который находится там на территории Крыма или где-то в любом регионе, в любой стране, он является представителем своего народа. И он должен чувствовать ответственность для того, чтобы достойно представлять свой народ. Вот это я и сам по жизни хожу, несу вот эту ответственность, несу. И хотелось бы, чтобы другие тоже. Я же правильно понимаю, что все эти соглашения, как и статус городов-побратимов, предполагают, что образуются некие связи, а дальше мы можем сами инициировать какие угодно мероприятия в рамках вот этого сотрудничества. Абсолютно правильно, да, потому что есть основа, а потом уже вы сами можете, как у вас, насколько фантазии хватает. Я приведу пример, 12-я школа в Ялте, да, я говорю, с английским уклоном. Я говорю, такие вот, у нас тоже есть 5-я школа, вот, ну, да, замечательно, давайте, я говорю, подпишем соглашение между, да, пожалуйста, говорит, а пускай они приезжают летом, понимаете, сразу предложение с их стороны. И, ну, 5-я у меня не получилось, но я с 27-й школой породнил, так сказать. Вот. И это уже от нас зависит. Пускай они приезжают, дети сюда приезжают. Чем больше узнают наш регион, да, потому что у нас основной туризм, да, основное развитие это туризма. У нас прекрасный город, у нас прекрасный город, такого города, как Владикавказ, очень мало, где имеется столько памятников архитектуры, особенно историческая часть его, да, поэтому я всегда восхищаюсь, я представляю, когда другие приезжают сюда, да, это на самом деле это достояние нашего народа, я бы сказал. И вот как архитектор я бы, например, хотел бы, чтобы архитекторы более как бы участвовали в жизни. Здорово. Я очень рада, что вы сами заговорили о Владикавказе, потому что хочется на него посмотреть вашими глазами как архитектора тоже. Сегодня очень часто у нас возникает тема архитектурного облика Владикавказа. Каким он должен быть, что мы должны сохранить, что привнести нового в его внешний облик. Вот вы как на него смотрите? И что бы вы как архитектор посоветовали, на что обратить внимание вот в этом преображении и сохранении лица Владикавказа?
Очень такой хороший вопрос. И, знаете, я бы сказал, я в последнем месте работы, это было у меня главный архитектор Алушты. Вот. И вот здесь, когда перешли в 2014 году Да. Из Украины в Россию, первое, что издал Аксенов, да? На тот момент. На тот момент указ, это о том, чтобы повысить статус архитекторов. Понимаете? Каждый районный архитектор, главный архитектор города был заместителем главы администрации. Это говорит о повышении его статуса. Почему? Потому что, когда просто архитектор, над ним много, когда стоят вот, начальников, чиновников, да, и каждый показывает им, как надо, куда повернуть и так далее. Да, это, в медицине же такое не делают, правильно? Почему в архитектору должен кто-то командовать о том, что ты поверни вот сюда или обратную сторону? Поэтому это повышение статуса, а главный архитектор республики, это был непосредственно подчинялся первому лицу республики. Вот. Но хотелось бы, но в то же время я бы сказал так, что и ответственность самих архитекторов должна повышаться. Понимаете? Не должно быть равнодушия, потому что мы строим сегодня, вот мы находимся вот именно вот в это время, сейчас мы строим свой город. И мы не должны быть безучастными к судьбе нашего города, нашей республики. Вот, и самим выходить с какими-то предложениями, с какими-то инициативами. Вот, например, делается благоустройство. Я же вижу, что делается. Много делается, очень много на самом деле. Вот сколько скоков один сделал. Мы видим, мы все смотрим, мы наблюдаем, сколько скоков один сделал. Одно Барбашово поле, это же достояние на самом деле. Вот центральная часть нашего города, его не только делает проспект, но прилегающие вот эти образования, которые существуют. Улочки. Да, улочки. Скажем, Русский театр. Здесь вроде улица хорошая, сам проспект, а налево уходишь, там хочется, чтобы было в комплексе все это сделано. Вот где памятник Ленина, его нужно было тоже сделать так, чтобы тоже сделали в комплексе все это. Подъезды к театру. Ну, очень много вопросов. Потом сохранение исторической среды. Много есть нарушения. Реклама и так далее, на которые влияет на образ нашего города. Очень много можно говорить, но я еще раз хочу подчеркнуть, что архитекторы должны более активно принимать участие в жизни нашей республики. Вот вы в своем недавнем интервью, насколько я понимаю, вы сейчас тоже в статусе советника главы администрации Ялты, советника по архитектуре работаете. И в своем недавнем интервью вы говорили, что в Ялте принят такой дизайн-код, который сводит правила по внешнему оформлению здания, застройке и так далее. Вот я так понимаю, что это один из инструментов, когда можно привести внешний облик города к какому-то общему стандарту, скажем так, если так можно сказать. А какие еще тут могут быть инструменты для того, чтобы сохранять и при этом развивать город? Потому что, мне кажется, в архитектуре сейчас как будто у нас какой-то конфликт между развитием и сохранением получается. Вот одновременно соединить их как будто мы пока не смогли. Вот в развитии, да, как бы вот этой темы, я что хочу сказать, что вот за последнее время, ну, уже в статусе советника, собственно, меня пригласили как главного архитектора, но по возрасту я уже не прохожу, поэтому мне как советника вас... Вот, но без вас тоже не могут, поэтому как советник. И, собственно, у нас и нет главного архитектора, я там вопросы архитектуры решаю, но мы реанимировали прежде всего городсовет. Создали архитектурно-художественный совет. Код, о котором вы говорите, да, дизайн-код, тоже разработали проект дизайн-код. Для чего дизайн-код? Понятно, для чего городсовет. Городсовет – это для того, чтобы жители города… Нет, эти вопросы, связанные с архитектурной деятельностью республики, в городах и так далее, проекты должны рассматриваться и все проекты. Членами городского совета. Членами городского не совета, а градсовета, градостроительного совета. Что касается дизайна, да, архитектуры, это художественный
Почему? Очень важно. Потому что, ну, я, понятно, вот я такой с 7-5 во лбу, да, но, а есть еще умнее, чем я. Поэтому вот градсовет, худсовет, да, мы вот вынесли совсем недавно, и тоже дизайн-код вынесли, да, для чего? Для того, чтобы не было каких-то ошибок. Потому что некоторые вещи, казалось бы, да, вот, связанные с дизайном города, они вносят какие-то не совсем хорошие решения, принимаются по решению каких-то лиц, которые не совсем компетентны, скажем так. А дизайн-код, мы хотим что? Вот, скажем, здесь улицы, да, название улиц. Как они, какие таблички, да? Это очень важно. Очень важно. Вывески, наверное. Вывески, вот это все. Мне хотелось бы, чтобы вывески были на нашем родном и на русском языке, вот здесь, скажем, в Осетии, да? Вот. Вывески какие-то, какая форма, какие таблички, какие указатели. То есть человек приезжает сюда в город, да, приезжает, он не знает, куда, что и как. Вот. А вот информационные щиты, которые помогают нашим гостям, прежде всего, города, помогают, как идти, куда идти, какое-то направление принимать. Это очень важно. Поэтому... То есть все эти инструменты, институты, скажем так, Да. они созданы для того, чтобы человек не мог сделать просто так, как я хочу, а должен был соблюсти вот все эти... Он должен правила. соблюдать правила, которые устанавливаются городом. Вот. Я вот что хочу еще сказать, чтобы я не забыл. Совсем недавно прочитал о том, что в республике создается ботанический сад. Я встречался с главой администрации города Мельзаховым, да, я с ним пообщался, и я встречался после его разговора с ним, и еще забыл, как зовут, который инициатор создания ботанического сада. Я считаю, это очень здорово. И с генеральным директором знаменитого Никитского ботанического сада. Хочу напомнить, что года 3 назад я уже выходил с инициативой, было письмо о том создании здесь представительства Никитского ботанического сада и создание каких-то научных, может быть, с институтом, для того, чтобы мы вопросы озеленения, благоустройства решали комплексно и грамотно. И с умом. И, да, и грамотно было. Мы готовы, Ялта готова принять и руководство города, и учредителей, и организаторов ботанического сада для того, чтобы в перспективе мы получили ботанический сад достойный. Вот. Ну и много еще таких вопросов, которые можно как бы сегодня осветить. Рассматривать. Вы как-то сказали, что архитектор — это главный строитель. Именно от этих специалистов, ну, видимо, вы это говорили применительно к той работе, которая у вас была здесь несколько лет в ГМИ, когда вы возглавляли профильный факультет, что именно от этих специалистов зависит, в какой среде придется жить населению в будущем. Вот когда вы сегодня смотрите на молодых коллег, молодых архитекторов, как вам кажется, в какой среде придется жить им и нам в будущем? Объективно я скажу, будущее у нас прекрасное. У нас очень талантливая, умная молодежь. И не только архитекторы, они в творческом плане. Но на самом деле мы иногда, я когда в Facebook еще работал, я все время выставлял молодых ребят, которые достигают какие-то в разных направлениях при том. И музыканты, и не только спортсмены, да, и говорят: Валера, сколько ты можешь выставлять? Я говорю: ну я же не виноват, что сколько ребят у нас достойных, которые прославляют нашу республику. Ну, а на самом деле я скажу, что у нас очень талантливая молодежь. А вот архитекторы будущее, они грамотные. И главное, они неравнодушные. Я вот, к примеру, приведу, может, это нехорошо, но как-то было мероприятие в Чеченской Республике. Какое-то мероприятие было. И говорят: Валера, давайте, надо какие-то работы повезти туда, на выставку туда, в Чеченскую Республику, в институт. Ну, утром прибежали мы, собрались быстро-быстро, вот, и схватили какие-то работы и привезли. А потом чуть-чуть опоздали мы, но выставили свои работы, но они их не выставили. Я смотрю, что такое непонятно, почему наши работы не выставили.
А потом смотрю работы студентов, их студентов, ну, говоришь, уровень вот такой, разница огромная. У нас выше. У нас У нас настолько очень мало выше, времени. что они потом, поэтому и не выставили их. А потом я нагло их выставил, показал наш потенциал. Вот. Так что у нас будущее прекрасное. Спасибо большое. Я думаю, что будущее прекрасно. Это лучшее завершение будет этого разговора. Впереди у нас еще много тем и новых героев. Оставайтесь с нами на канале Осетия.